семье Тембулата из Нижней Курчали было 6 сыновей от первого брака. Второй раз он женился на Чилле из селения Гуной. В этом браке родился 7-й мальчик Берса-шейх, ставший основоположником распространения религии ислам и одним из первых суфиев в Чечне и Дагестане. Берса-шейх рано остался без отца, воспитывался матерью. Женщина ушла с сыном к своим родным в селении Гуной. Когда Берсе исполнилось 15 лет, он вернулся в отцовский дом. Однажды к нему снизошло откровение Всевышнего. Как гласит предание, случилось это так. Берса-шейх возвращался домой. Уставший в дороге лег отдохнуть и заснул. Во сне ему явилось нечто, что он не смог объяснить. Внезапно он проснулся и увидел у своего изголовья Коран и кинжал. И с этих пор за ним наблюдались какие-то невероятные вещи. Он сам того не ведая, как читал священную книгу, хотя этому не обучался и ранее не знал арабского языка, спокойно переводил священное писание и даже предсказывал какие-то события. Люди думали, что он сошел с ума, или хуже того, попал под влияние джиннов и начали избегать его. Многие тогда были язычниками, и к тому, что есть только один властелин миров, относились с тревогой. Именно о великом Аллахе и его пророке, да благословит его Аллах и приветствует, говорил Берса везде, где собирался народ. Одной из первых, кто поверил в него, была мать Берсы, Чилла. Но для того, чтобы доказать ей свое предназначение, он наступил на камень и оставил на нем глубокий след. Этот камень хранится до сих пор, является собой доказательство пути истины и стал украшением святыни Берса-шейха в селении Нижней Курчали. История Берса-шейха очень загадочна и в какой-то мере раскрыта не полностью. В кругу своих Берса-шейха называли Дучой. По тем данным, которые удалось собрать, в роли проповедника он явился в конце XVI века. Распространяя истинную религию, религию мира и добра, великий шейх призывал поклоняться одному только Аллаху и следовать всем канонам ислама. И делал он это не навязчиво, не оружием, а словом. Похоронен в селении Нижней Курчали. Рядом с ним покоится его жена, и здесь же стоит зиярат.